Доброе утро! В эфире самая уютная, самая семейная и самая утренняя программа на нашем телеканале «Утро Якутии». Мы всем желаем отличного начала дня, желаем на будущее, конечно, и самого дня, чтобы он прошел замечательно и, конечно, с приподнятым настроением. Ну а мы, естественно, сделаем все, что можем, чтобы это было так, и зарядим вас хорошей энергией, хорошим самочувствием в том числе, ну и вообще попытаемся максимально вас пробудить. Я напоминаю в очередной раз про наш телеграм-канал, на который вы можете подписаться, в котором выходят различные новости, помимо того, что выходит у нас в эфире. И, соответственно, вы можете как бы за ними наблюдать в течение дня. QR-код вы видите на нашем экране и можете его отсканировать своим смартфоном и попасть на наш телеграм-канал. Ну а по традиции мы начнем с информации о погоде. По данным гидрометеослужбы, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от минус 22 до минус 30, в заречной группе минус 15, минус 24, в южных районах от минус 7 до минус 14, в Вилюйской группе от минус 18 до минус 20, в Нижнеленских минус 26, в западных от минус 11 до минус 17, в Колым-Мандигирской группе Улусов минус 8, минус 26, в Янских районах от минус 28 до минус 34, на северо-западе от минус 14 до минус 30. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 19 градусов, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице республики преимущественно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, температура воздуха днем становится на отметке минус 14, минус 16 градусов. Ну а 40-градусные морозы ударят в Якутии в первых числах ноября. Практически вся территория республики находится под влиянием холодной воздушной массы. С 1 ноября синоптики прогнозируют первые 40-градусные морозы на территории Якутии. Как сообщает Якутское управление гидрометеослужбы, холодная воздушная масса занимает почти всю территорию региона. В горном районе уже в эти дни под минус 30. На северо-востоке с 1 ноября при прояснениях ударят 40-градусные морозы. В колымских районах ожидается порывистый ветер до 9-14 метров в секунду. В центральных до конца недели сохранится погода, близкая к норме. Ночью будет холодать до минус 23, минус 28 градусов. Днем температура будет подниматься до минус 13, минус 18 градусов. Относительно теплая погода с небольшим снегом сохранится до конца октября в Ленском, Алекминском, Алданском и Нерюнгринском районах. С 1 ноября на юго-западе температура воздуха будет ниже. Ну а раз мы заговорили о морозе, о зиме, поговорим о зимних видах спорта. В хоккее играют настоящие мужчины. Наверное, многие знают продолжение этих строк, но я бы их сегодня перефразировал и добавил бы, что мужественнее всех — это вратарь. Те, кто хоть раз хотя бы смотрел трансляцию хоккейного матча, должен со мной согласиться. Добровольно защищать с собой ворота от достаточно убойного снаряда тут, без мужества, наверное, как-то не обойтись. А так как сегодня отмечается Международный день хоккейного вратаря, хотелось бы, как человек, воспитанный ледовым портом, поздравить всех голкиперов с вашим днем и пожелать, чтобы вы никогда не теряли шайбу из вида, а ваши защитники не давали противнику даже малейшего шанса нанести удар по воротам. Ну а о других знаменательных датах сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 31 октября. Сегодня Международный день Черного моря, Всемирный день городов, Международный день экономии, День сурдопереводчика и тыквенный спас. По народному календарю Луков день. В этот день было принято молиться святому о добрых отношениях в семье, о совете и любви между мужем и женой. Наблюдали за погодой. Если листья не опали, снег долго не ляжет. Этот день в истории. В 1811 году открылся Императорский Царскосельский лицей. В 1899 году на воду спущен крейсер «Варяг». В 1961 году тело Сталина вынесли из мавзолея. В 1984 году совершено покушение на Индиру Ганди. А в 2015 году произошла авиакатастрофа над Синайским полуостровом, в результате которой погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа воздушного судна, вылетевшего с Шарм-эль-Шейха. В этот день родились Христофор Колумб, испанский мореплаватель, открыватель новых земель; Ян Вермеер, голландский живописец; Александр Алехин, русский шахматист, 4-й чемпион мира по шахматам; Анатолий Попанов, советский актер театра и кино, народный артист Советского Союза; и Гаврил Попов, советский экономист, российский политик, первый мэр Москвы.
Именины сегодня отмечают Андрей, Гаврил, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Николай, Семен, Сергей и Юлиан. Ну а далее наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Доброе утро. Продолжим говорить об актуальных событиях этого дня. Согласно нацпроекту «Продолжительная и здоровая жизнь» в 2025 году в малых городах и поселках планируют увеличить число женских консультаций. По данным Минздрава, на 2023 год в России не хватает 63 тысяч акушерок, медсестер и медбратьев, фельдшеров и 29 тысяч врачей. Специалистов катастрофически не хватает даже в крупных поселках. Оборот розничной торговли в республике за период с января по сентябрь текущего года составил 278 миллиардов рублей по предварительным данным. В сопоставимых ценах эта цифра превышает аналогичный показатель прошлого года на 6,8%. Так, за период с продажи непродовольственных товаров в республике выручили 146 миллиардов рублей, а реализация пищевых продуктов, включая напитки и табак, принесла 131 миллиард рублей. Энергосбережение помогает развитию местной продукции, в частности хлебобулочных изделий. Так, в Якутском хлебокомбинате запустили новую станцию, преобразующую внутреннюю энергию в топливо. Одна установка имеет 200 киловатт, а в электростанции их 6. Они работают на сжиженном природном газе и вырабатывают собственную энергию. Таким образом, расходы у предприятия намного понизятся. Это приведет к повышению изготовления местных продукций и улучшению качества работы. Станция закуплена из Республики Татарстан, стоимость 65 миллионов, 80% от стоимости финансировала республика. Одним из примеров реализации этого указа является сегодняшнее открытие газопоршневой станции на базе Якутского хлебокомбината, которая направлена на снижение себестоимости, которая, несомненно, отразится и на качестве, и на ассортименте продукции, и на росте заработной платы. Это необходимые все условия, которые позволят нам увеличивать объем производства. Такая модернизация необходима практически во всех предприятиях нашей республики, и многие предприятия эту работу уже начали, и уверен, что она и продолжится в будущем. В Якутии конкурс «Моя профессия IT» проводится ежегодно с 2016 года и является одним из значимых мероприятий в сфере IT для молодого поколения. В этом году муниципальные этапы начнутся с ноября и охватят более 20 районов республики. За 9 лет проведения он собрал более 25 тысяч участников, получил поддержку со стороны председателя правительства России Михаила Мишустина и в прошлом году впервые перешел на федеральный уровень при поддержке ведущих компаний страны. Принять участие в конкурсе могут школьники от 7 по 11 классы, а также студенты СПО и вузов. Лучшие команды попадут на республиканский финал, а победители регионального этапа будут представлять Якутию на всероссийском уровне. Стартовал второй дальневосточный молодежный межнациональный марафон «Якутия объединяет». Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. Организаторами выступили Дом дружбы народов имени Алексея Кулаковского, Молодежная ассамблея народов Якутии и СВФУ. В течение 3 дней приглашенные эксперты расскажут о межнациональном единстве и профилактике терроризма, о духовном единстве народа, а также затронут тему цифровизации национального наследия. Напомним, первый дальневосточный форум прошел в 2022 году. Приехали на форум коллегам, на очередной форум коллегам Якутию, посвящен вопросам профилактики экстремизма, терроризма, а также укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений. Будем делиться опытом в этой сфере. Соответственно, сегодня выступим с практиками, нашими практиками по противодействию этому злу в виде терроризма. Ну, наверное, затронем и вопросы неонацизма, которые также актуальны сегодня. А уже завтра будем говорить конкретно о практиках укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений на примере нашего региона, будем делиться полезным, интересным опытом.
Фестиваль «Дотянуться до неба» проходит в 18 регионах страны. Наш регион впервые вошел в число площадок Всероссийского распределенного фестиваля БАС в Республике Саха-Якутия. Мероприятие проводится в эти дни, сегодняшний день завершающий. И подробнее об этом фестивале поговорим с гостем. У нас в студии Айталина Иванова, руководитель дирекции популяризации проектов Центра опережающей профессиональной подготовки Якутии. Айталина, доброе утро. Здравствуйте. Ну, собственно, что это за фестиваль «Дотянуться до неба»? Вот, и вкратце основная его суть и что в нем происходит. Фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». Он проводится, как вы сказали, в 18 городах нашей России. В Новосибирске, Санкт-Петербурге, Калуге, Уфе и других городах. В Якутске он у нас проводится в Музее России «Моя история». Сегодня еще есть возможность посетить его. И хочу отметить, что участие там бесплатное. Ну а для кого в первую очередь этот фестиваль подойдет, если можно так выразиться? Этот фестиваль подходит для всех возрастов, да, для детей и взрослых. Допустим, за прошедшие 2 дня у нас посетило более 1500 жителей, и не только жителей города Якутска, но и были из ближайших районов и отдаленных. Как я помню, были школьники из Верхневилюйского района. Они приехали с целью профориентации. То есть фестиваль, он как бы подходит, если говорить там по уровню, скажем так, подготовки, да, если речь идет о беспилотных аппаратах, то фестиваль подходит не только для тех, кто уже знает, что это такое, как этим пользоваться условно. В принципе, любой желающий может прийти и окунуться в мир беспилотных систем. Да, верно. А что помимо, вообще, из чего состоит программа фестиваля, то есть что внутри происходит, и площадки можно? Сегодня в заключительный день, получается, можно посетить мастер-классы. Они проходят в таком игровом и интерактивном формате, также выставку и лекции. Ну, это про сегодняшний день, если говорить, а вот предыдущие 2. Ну, предыдущие, да, то же самое было, получается, но лекции уже многих спикеров завершились. А сегодня можно попасть на лекцию, к примеру, спикера из Санкт-Петербурга о искусственном интеллекте и новых технологиях. А вообще спикеры с каких регионов страны у нас, может быть, даже с зарубежных стран? Ну, зарубежных нету, но есть и из России, получается, Санкт-Петербурга, Калуги, да, ну, вот, представителей, именно экспертов в области беспилотных авиационных систем. И на какую тему, опять же, мастер-классы проводятся? Мастер-классы, конечно же, проводятся. По разным направлениям? Ну, да, получается, на выставке у нас именно сфера применения, да, беспилотных авиационных систем, да, в сфере, так скажем, ну, при тушении пожаров, да, они используются. Также в сельском хозяйстве, промышленности, да, и киноиндустрии. Об этом и многом другом можно узнать на фестивале. А так, чисто случайно не затрагивалась тема использования беспилотников там, в логистике, ну вот, например, Да. тоже, об этом тоже, в принципе, говорили. Да, конечно, обязательно. Вот, а ваш центр непосредственно какое участие в этом фестивале принимает? То есть только организация, может быть, там, как раз-таки спикеров находили? Ну, наш центр является региональным оператором данного фестиваля, и основная наша задача — это познакомить молодежь с современными профессиями, потому что данная отрасль очень быстро развивается и рождает новые профессии. А вообще сам фестиваль, он, ну, это как-то впервые проводится. Понятно, что Якутия впервые стала участником, а насколько давно он проводится в остальных регионах России? Можно ли сказать? Первый раз, второй год подряд, третий год. К сожалению, я такой информацией не владею. Поэтому... Ну, все равно приятно, что, да, в числе, ну, как бы, в числе 18 регионов Якутия оказалась, тем более это наш дебют. Ну, а как вообще, можно ли оценить, там, насколько хорошо он прошел? То есть сегодня завершающий день, да, наверное, какой-то предварительный итог можно составить. Вот мы сказали, что 1500 человек за эти дни, за 2 дня, по-моему, да? Да, более 1500 у нас посетило. Зарегистрировано у нас на более 3000 человек, да, на посещение данного фестиваля. Поэтому, ну, считаем то, что для первого раза, да, именно чтобы познакомить население вообще с беспилотными авиационными системами, да, и рассказать о их пользе, да.
то мы считаем то, что очень успешно проходит. Кстати, да, говоря про применение, потому что, мне кажется, сегодня, если сказать слово «беспилотник», все как бы только вот в одном направлении могут его представить. На самом деле это же огромный пласт возможностей в разных сферах его применять. Италина, спасибо большое вам, хорошего вам дня, отличного завершения последнего дня фестиваля. И чтобы в будущем он все равно у нас продолжал проводиться, потому что тема интересная, современные технологии, в первую очередь, современные профессии. Спасибо. Любой человек, который посещает крупные мероприятия, даже те же самые фестивали, он, как правило, старается выглядеть на них на все 100. Такого эффекта позволяет добиться чувства стиля. Оно же помогает нам хорошо выглядеть и в повседневной жизни. Однако, существует такое расхожее мнение, что стиль и мода — это все по большей части женское. Но в современном мире эти вещи не чужды и мужчинам. И сегодня в нашей рубрике «Мода и стиль» дадим советы как раз для сильной половины человечества. Доброе утро всем! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист. И сегодня наша рубрика «Советы от стилиста». Всем хорошего дня. И знаете, о чем я бы хотела поговорить? Мы часто разговариваем здесь с вами о том, как правильно и красиво одеваться девушкам, женщинам, бабушкам, девочкам. Но всегда забываем про наш сильный пол, про наших замечательных мужчин. И поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, какую одежду этой осенью выбирать мужчинам. Мужской пиджак – это такой предмет гардероба, который не так часто приобретается в случае, если вы не работаете в офисе. Актуальными пиджаки являются в формате оверсайз, то есть когда мужчина приобретает себе что-то максимально просторное и свободное. Это всегда выглядит очень стильно, плюс не сковывает движение, и такие костюмы формата оверсайз можно носить, например, даже с кроссовками или кедами, комбинируя, например, с объемной белой футболкой. Также можно выбрать вот такие просторные брюки, для того, чтобы это был костюм. Что я рекомендую делать? Такие костюмы не нужно носить по размеру, лучше всего, если они будут сидеть свободно. Можете сочетать с майкой в случае, если у вас атлетическая спортивная фигура. Если же вы все-таки хотите скрыть нюанс фигуры, берите футболки оверсайз, это тоже всегда идеально смотрится. Как правильно и лучше всего сочетать цвета в гардеробе? Я рекомендую обращать внимание на то, как все здорово и прекрасно сочетает природа. Например, мы берем с вами голубой небесный цвет и сочетаем с цветом серой земли. Выглядит очень здорово. Серый оттеняет голубой, немножко его приглушает, и такой образ можно будет носить как на свидание, точно так же и на работу. И если вы подвернете рукав и добавите расслабленный низ, то это отлично впишется и в повседневный гардероб. В осенне-зимний сезон отлично в гардероб впишутся полуверы. Я рекомендую, чтобы они были из более плотного трикотажа. Сильно тонкие полуверы обычно не очень хорошо смотрятся в сочетании со вторым слоем. Например, тонкий полувер из трикотажа не очень удачно сидит на рубашке. Но когда у вас полувер из плотного материала, достаточно крупной вязки, то тогда такая вещь хорошо будет сидеть как на футболке, на рубашке, так и в сочетании, например, с майкой. Или даже на голое тело, если вы любите такие образы. Такой предмет гардероба хорошо смотрится в сочетании с джинсами, замечательно будет смотреться с расслабленными брюками. Ну и, конечно, в офисе также в сочетании с рубашкой и галстуком можно попробовать носить такую вещь. Комфорт завоевал наши сердца. И если раньше джинсы были базой, которую носили все и всегда, то сейчас большинство выбирает расслабленные трикотажные брюки из футера. Я рекомендую брать более яркий акцентный цвет. Это может быть красный, изумрудно-зеленый, фиолетовый, глубоко насыщенно-голубой или синий. В общем, старайтесь экспериментировать. Не только черные, не только серые, но и вот подобный цвет. Здесь они объемные, широкие такие брюки из футера. Можно носить с футболкой в сочетании с олимпийкой. Такие же брюки можно носить даже с клетчатой рубашкой в расстегнутом или в застегнутом виде, с кроссовками или с ботинками. В общем, идеальный вариант для повседневной носки, для городских образов. Рекомендую мужчинам быть и стараться более творческими, потому что именно такие мужчины нравятся женщинам. Вот такие полезные советы в части одежды. Ну а мы продолжаем советами полезными делиться. Для хозяек наступило время засолки и квашения капусты. Несмотря на, казалось бы, простоту процесса, способов и хитростей множество. И сегодня мы расскажем о способе очень полезном для здоровья. Врач-кардиолог Наталья Махарова поделилась своим рецептом. Доброе утро.
Сегодня я хочу показать, как я квашу капусту. Я стараюсь выбирать большую капусту. Из каких соображений? Когда большая капуста, влажность больше сохраняется. Нож должен быть тонкий и длинный, чтобы удобно было. Но самый основной принцип, я стараюсь помельче. И второе, так как я квашу мало, то режу руками. А квашеная капуста отличается от маринованной капусты. Я почему сейчас больше за квашение капусты? Потому что много говорят о ферментированных продуктах. Здесь выделяется свой уксус, который намного полезнее для микробиоты человека. Сейчас многие говорят и знают, что такое микробиота. Это правильные бактерии в кишечнике, которые повышают иммунитет. У меня два варианта сегодня приготовления капусты. Классический у меня уже приготовлен. И на килограмм капусты я ложу столовую ложку соли. И первый вариант, я кладу имбирь маринованный, в магазинах у нас продается. Здесь я ложу где-то приблизительно, где-то вот с такой чашечку, да. Имбирь у нас очень хорошим свойством обладает. Иммунитет повышает, противовоспалительным свойством. И второй вариант, я кладу гранат. Мы знаем, что обычно бруснику ложат, а я нынче решила положить гранат, потому что гранат очень хорошим свойствами обладает, у него очень много кладезь витаминов и очень хорошо при анемии. Здесь я кладу только тоже где-то приблизительно на 1 килограмм вот чашечку такую. Соль мы положили, и обычно просто с солью мы хорошо размешиваем, чтобы с солью влага и жидкость вышла, да? И сюда я положу морковь. На 1 килограмм я ложу 1 морковь, это такой среднего размера достаточно. Самое главное сейчас хорошо набить вот так вот. Через день, через 2 дня, в зависимости, насколько тут сок будет выходить, да, будем дырки делать или размешивать, чтобы газ выходил. Вот, и на 3-й день мы смотрим. По идее, 3 дня достаточно. Все. И ложим или в пакетики, или в стеклянную посуду, и можем заморозить. Раз у нас пошла такая череда полезных советов, то мы ее продолжим. И сейчас дадим советы, чем можно заняться уже в эти выходные. Ну, а речь, конечно же, идет о кино. На очереди наша киноафиша, которая расскажет о главных премьерах сегодняшнего дня. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Внимание вот на этого паренька. Это бриллиант. Картина Николая Акелькина «Федя. Народный футболист». Спортивный байпик в духе легенды номер 17. На этот раз речь пойдет о карьере футболиста московского «Спартака» Федора Черенкова. Он вошел в основной состав «Спартака» в 1977 году. Впечатлив тренеров своей техникой, был признан лучшим игроком страны. Провел свыше 30 матчей за сборную СССР, а потом возглавлял команду в качестве тренера. В то же время жизнь спортсмена не обошлась без потрясений. Он пережил потерю отца, был свидетелем смертельной давки зрителей на матче в Лужниках и тяжело воспринял разгром бельгийским Андерлехтом. Все это вылилось в нервный срыв. Черенков всерьез задумался о том, чтобы уйти из футбола. Черенков в центре. Играй как в детстве. Такие раз в поколение рождаются. Вдох, выдох. Это паническая атака. Минут через 5 отпустит. Сядь лучше и подыши. «Возвращение попугая Кеши» – отличный фильм для семейного просмотра, который будет понятен взрослым и детям. Помимо умного попугая, которого озвучил Гарик Харламов, зрителей ждут увлекательные приключения главных персонажей в исполнении Никиты Калагривова и Оксаны Акиньшиной. В России. Короче, тормоз. Ты поможешь мне, а я тебе. Анджела представляет приключения искателя приключений. Я в непроходимых джунглях, где опасность на каждом шагу. Отважный и очень творческий Анджела мечтает стать искателем приключений. Возможность испытать себя выпадает, когда его семья отправляется навестить любимую бабулю, а рассеянные родители случайно оставляют его на одной из остановок по пути к ней. Уверенный в своих силах, Анджела решает срезать дорогу через лес и попадает в таинственный мир, населенный удивительными существами. Я лечу, мой друг! Я
Если тебе нужно принять важное решение, слушай свой внутренний голос. Он всегда подскажет, как правильно поступить. «Лес чудес» в кино с 31 октября. Это «Утро Якутии». Доброе утро всем тем, кто только-только присоединился к нам. Сегодня 31 октября на календаре, кстати, последний день октября. Ну и мы встречаем наступивший день, пытаемся дать вам пару хороших советов, которые пригодятся даже не только сегодня, а вообще в целом в жизни. Ну вот, например, да, совсем скоро начнется уже рабочий день, и многие из вас погрузятся в мир деловых переписок. Вопрос документов, уточнение рабочих вопросов и многое другое. Для вас подготовили несколько советов, каких правил придерживаться, ведя деловую переписку. Обязательно пишем тему письма. Итак, я пишу срочное, допустим, срочный запрос документов. Переходим далее. Далее у нас идет текст. Если я знаю, к кому я обращаюсь, то есть я не обращаюсь в какой-то обезличенный отдел, какую-то обезличенную организацию, я пишу: уважаемая Анастасия. Обращение. Далее. Перехожу на следующую строчку, чтобы Анастасии было удобно прочесть мой текст. Прошу предоставить документы и дальше какие документы мне нужны. Если я делаю приложение, то я пишу «прилагаю», двоеточие, и дальше перечень документов, в которые я вкладываю письмо. Приложение всегда в одном письме. Сейчас сервисы позволяют прикрепить очень много файлов, которые, возможно, в последующем уходят в облако. Да? Это очень удобно. Почему в одном? Чтобы потом Анастасии не искать, а в каком же из 55 писем я приложила. И заканчиваю свое письмо с уважением. Вероника Тамтусова и мой контактный телефон, чтобы Анастасия, если ей нужно что-то уточнить, могла со мной связаться. Если запрос я хочу сделать ночью, так сложилось, что у нас не разница во времени, прекрасно, я знаю, что у Анастасии рабочее время, направляю письмо. Почему важно соблюдать режим рабочего времени? Сейчас, во-первых, корреспонденция позволяет направлять письма в последующем, то есть ставить время отправки, либо получается корректировать по часовому поясу. Это важно, потому что у некоторых стоят уведомления, очень громкие уведомления, и важно, чтобы человек на телефоне, на компьютере получил уведомление именно в свое рабочее время. Если я пишу срочно, я не уточнила, что я прошу предоставить документы до 3 октября 15:00. Вообще это лучше так же делать, потому что срочность — понятие растяжимое. То есть для меня может быть срочно в течение часа, в течение 2 часов, в течение 1 рабочего дня. Для человека срочно может быть в течение 1 рабочей недели. Поэтому давайте еще раз повторяем правила. Имеем красивое название почты, отражающее, кто мы. Обязательно пишем тему письма. Если мы знаем, к кому обращаемся, пишем обращение по имени-отчеству, излагаем суть проблемы в 2-3 словах, прилагаем все необходимые документы, чтобы нам могли быстрее ответить на наше письмо, и указываем, в какие сроки мы ждем ответа. Ну и, конечно, не забываем контактный телефон, чтобы уточняющие вопросы нам могли задать. Ну а теперь поговорим об этикете цифровом. Как общаться в социальных сетях, как не потерять доверие и связи с собственным ребенком из-за цифрового неравенства. И об этом всем нам расскажет эксперт, кандидат филологических наук, доцент Северо-Восточного федерального университета Лена Павлова. Лена Николаевна, здравствуйте. Доброе утро. Вы преподаете, вообще часто общаетесь со студентами, с молодежью. Насколько отличается их общение в мессенджерах, в социальных сетях от общения взрослых? Давайте сегодня мы поговорим все-таки о том, как они общаются со взрослыми. То есть я пока не занималась специально исследованием, допустим, общения студентов или молодых людей между собой. Это отдельная тема для разговора. Относительно общения с преподавателями, научными руководителями скажу, что есть в последнее время такая странная тенденция. Есть 3 основных проблемы, которые, на мой взгляд, на которые надо обратить внимание. Первое – это, конечно, речевой этикет. Я думаю, неплохо, если человек все-таки приветствует своего собеседника, это во-первых. Во-вторых, хорошо, когда есть обращение.
прям по имени-отчеству или по имени, это всегда сокращает дистанцию между людьми. Ну и третье – это грамотность. Но грамотность не только в плане орфографии, пунктуации, но и в понимании, что такое текст. То есть, когда мы общаемся друг с другом, мы должны понимать, что наш собеседник не всегда в курсе того, о чем вы думаете. Поэтому, не в контексте. Не в контексте. Поэтому, когда человек пишет такими отрывочными фразами или одно слово предложение, это достаточно странно. То есть желательно развернуто сразу. На всякий случай человека в курс вопроса Да, ввести в курс дела и уже объяснить суть обращения. Ну, а вот, допустим, в общении родителей и детей, да, то есть, сегодня у детей есть смартфоны, родители смартфоны детям покупают, общение происходит и в виртуальном пространстве. Какие основные правила общения вот этих двух категорий? Вы затронули очень сложную проблему. На самом деле, это проблема такая, знаете, на грани между психологией и, наверное, да, коммуникацией. Но я со своей стороны могу посоветовать только одно. Проявлять, наверное, даже подчеркнутое уважение друг к другу. Даже если речь идет о ребенке. Особенно это касается, допустим, периода такой фертильности, то есть подростков, которые себя уже считают взрослыми людьми. Давайте предположим такую ситуацию. Когда мама привыкает давать приказы. Ну, это, во-первых, коротко, да, одними глаголами: уберись, помой посуду, выгули собаку и так далее. Но потом, когда ребенок становится старше, разумеется, он требует особого к себе отношения, уважительного, на равных. И вот здесь, наверное, было бы неплохо, если бы мама изменила интонацию и, например, составила текст что-то вроде: «Ты не мог бы сегодня убраться, помыть посуду и, пожалуйста...» приказной тон. Да, и, пожалуйста, выгули собаку. Тогда она не получит в ответ отношения типа «купи мороженого». Когда она уставшая едет домой, и, может быть, день сложился не очень удачно, может быть, у нее не очень хорошее настроение, и такое сообщение может ее вывести окончательно из себя. И, конечно, это последнее, что она хотела бы получить, приказ от собственного ребенка. Ну, мы здесь на самом деле натыкаемся на истину, что мы сами кузнецы своего счастья. Да? Нормально общайся, нормально будет, что называется. Да, ответ будет такой же, симметричный. Вот, но у нас очень распространена такая история, когда в социальных сетях, да, там, в семейных чатах бабушки, да, ну, там, мамы, может быть, отправляют открытки вот эти утренние с добрым утром. Да? Невероятная коллекция этих открыток существует, мне кажется, у каждого в чате. А как вот к этому молодежь сегодня относится? Давайте посмотрим на эту проблему немножко с другого угла, со стороны как раз этих самых взрослых людей, назовем их так. В их системе координат вот эта коммуникация как раз предполагает способы, методы проявления своей любви и заботы. Вот именно так они проявляют заботу, любовь к вам, и отправляя такие открытки, они просто хотят, чтобы вы были счастливы, чтобы вам было все хорошо. Они подарить настроение немножко. Да, они хотят повысить ваше настроение, поэтому я думаю, к этому надо относиться с большим уважением, и ничего страшного, если вы изредка будете отправлять подобные открытки им в ответ. И я вам могу только пожелать только одного, чтобы эти открытки как можно дольше приходили в ваши мессенджеры, в ваши чаты. Ну, вот, кстати, есть еще тоже такая способ, да, отношения к этим открыткам, что, как бы, если говорить про старшее поколение, ну, что называется, всякое может случиться. Это такой чекап утром, да, что все хорошо, всем доброе утро. То есть нужно это тоже понимать, да. Вот. А как вот ваше отношение, наверное, да, все-таки вы как бы с речью знакомы, да, хорошо, использование молодежного сленга в социальных сетях? Прекрасно отношусь, если это, конечно, касается общения между людьми одного возраста, одного круга. Главное, чтобы этот сленг был понятен всем. Тогда это очень хороший способ передачи информации. Он сокращает и текст, это очень удобно, и сокращает время понимания текста.
Но это недопустимо, когда речь идет о общении с людьми другого круга, другого возраста и так далее. То есть, условно, если 20-летний человек начнет сленгом закидывать сообщения к 60-летнему человеку, ничего хорошего из этого, Нет, всего, он не проявляет неуважение, конечно. Ну и вот, наверное, отдельным пластом, говоря про общение в соцсетях, стоит отметить знаменитые родительские группы в детских садах, школах и так далее. Там, потому что всегда мы видели много приколов и в интернете, да, и так далее, связанных именно с родительскими чатами. Это, по-моему, какая-то вот отдельная категория невероятного пространства. Как там лучше всего вести беседу и что делать, самое главное, да, если ты один понимаешь, как правильно вести там беседу? Вот, кстати, да, это очень серьезная проблема, но я могу посоветовать следующее. Самое первое, что нужно помнить, это держать эмоции при себе. Это самое главное. Даже если вы очень раздражены, даже если вы понимаете, что все кругом неправы и хотите одним каким-то очень злобным сообщением остановить всю эту вакханалию, в любом случае, пожалуйста, сдержитесь, не делайте этого. Во-первых, вы можете быть неправы, а во-вторых, вам потом может быть стыдно за этот поступок. И я посоветовала бы администраторам групп или кому-то одному из этой группы разработать определенные правила в этой группе, прописать их и время от времени эти правила просто пересылать, для того, чтобы все понимали, и вновь входящие, или те, кто забыл об этих правилах, для того, чтобы как-то корректировать ситуацию. Ну, какие здесь есть правила? Первое. Сообщение надо отправлять одно сообщение одним блоком. Ни в коем случае не дробите это на несколько сообщений. Вы, наверное, вы видели, наверное, такие сообщения, когда человек одну свою фразу разделяет на несколько сообщений, и это очень раздражает, и это называется флудом, тем самым сленгом. Я думаю, что делать этого не стоит, это во-первых. Во-вторых, школьные, неважно, дошкольные чаты, это все-таки деловое общение. Поэтому в этом чате запрещены любые сообщения, которые не связаны ни с учебой, ни с какими-то воспитательными процессами, организационными. То есть все сообщения должны быть только по делу. Ничего другого быть не должно. Даже если вы хотите поделиться своей радостью о том, что ваш ребенок как-то прекрасно приготовил торт и так далее, в любом случае это запрещено. То есть общение должно быть только по делу. Ну вот опять же в моем вопросе, да, вот этот момент звучало, что делать, когда ты вот один, и ты не администратор условной группы, да, но ты там понимаешь, как нужно вести беседу, а вот остальные там 35 человек в этом чате совсем не понимают. То есть как бы и не сорваться, да, в таком, потому что бытие тоже определяет сознание в какой-то степени. То есть проще, если уж совсем не идет, просто вот выключить чат до поры до времени. Ну, выключить чат, наверное, будет не самым верным, потому что во всем этом огромном количестве вообще ненужной информации вам может пригодиться какая-то очень важная информация, которая касается вашего ребенка. Поэтому выходить из группы я не советую и попытаться все-таки порекомендовать в очень вежливой форме объяснить, что вас не устраивает, и попросить разработать какой-то свод правил. Я уверена, что вы не одиноки в этом чате с такими требованиями. Люди с такой проблемой тоже там, скорее всего, найдутся. Конечно. Лена Николаевна, спасибо большое. Беседа действительно интересная, актуальная, потому что, да, сегодня мы все находимся в цифровом пространстве, так или иначе, нет-нет, хотя бы раз в день заходим и в мессенджеры, с кем-то переписываемся. Вам желаю хорошего дня и удачи. Ну, а далее наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Продолжим говорить об актуальных событиях этого утра. 412 тысяч рублей пенсионных накоплений смогут разом получить россияне.
С 2014 по 2025 год действует мораторий на отчисление работодателям части средств на накопительный счет человека. Но сформированные до 2014 года накопления продолжают инвестироваться, поэтому объем средств на лицевых счетах граждан увеличивается. В 2024 году граждане России могут забрать пенсионные накопления разом, если речь идет о сумме, не превышающей 412 тысяч рублей. До июля этого года порог, позволяющий получать накопление средств за раз, вычисляются исходя из 5% от пенсии гражданина, а после из 10% от прожиточного минимума пенсионера. Якутские ученые совместно с компанией «Хатутент» разработали инновационную броню на основе местной глины. Опыты по твердости и надежности брони создатели провели на стрельбище, в том числе из автомата Калашникова и импортного оружия ближнего боя. Якутская броня показала отличные результаты. Она на 30% легче зарубежных аналогов и способна выдержать пули различных видов оружия на разных дистанциях. Новинка выдержала выстрелы с 90 метров от отечественных производителей, а выстрелы из импортного оружия с короткого расстояния 5-15 метров. Дополнительным плюсом стало, что пули от нее не рикошетят. У многих производителей брони, иностранных, любого уровня, любых стран, у них проблема, когда попадает пуля сильная, бронебойная, да, на бронеплиту. Остановить пулю он может, но именно керамика или какие-то другие составляющие, они превращаются в осколки. А наша глина, оказывается, вход очень маленький, но чуть больше иглы, да, и выхода нету. Это очень хороший результат, где осколков нету. Якутян приглашают к участию в международной акции «Большой этнографический диктант». Мероприятие проведут 2 ноября в очном формате на площадке исторического парка «Россия. Моя история» в столице республики. Акция пройдет по следующей программе. В 13:45 мини-лекция на тему «Малочисленные народы России». В 14:00 этнографический диктант. Задания диктанта оформлены в виде теста из 30 вопросов, на которые нужно ответить за 45 минут. В Якутии поставят спектакль о Степане Оржакове «Над вечным покоем». Премьера спектакля о жизни одного из отцов-основателей якутской автономии Степана Оржакова в честь его 125-летнего юбилея поставят в Сахатеатре 9 и 10 ноября. Пьеса известного драматурга Дмитрия Наумова рассказывает о главных событиях жизни Степана Оржакова, начиная с автономии до суровых репрессий. Основанные на архивных документах факты оживают на сцене. Билеты уже в продаже, действует пушкинская карта. Режиссер постановки – заслуженный деятель искусств республики Руслан Тараховский. И мы показываем его с разных сторон, эту личность. Он даже в освобождении Амги участвовал с винтовкой в руках, работал в разных таких должностях. Министром внутренних дел, наркомом земли и хозяйства. И еще показываем семейную его жизнь, как отца, семейства. Поэтому будет, многосторонне будем показывать. Поэтому, наверное, будет нам, зрителям, интересно. Январь – самый короткий рабочий месяц, в котором выходных и праздничных дней больше всего в году. В январе 2025 года из 31 дня на выходные и праздничные приходится 14. 8 из них относятся к новогодним каникулам, 6 – это традиционные субботы и воскресенья. На новогодние каникулы приходится 11 дней. Они начнутся в воскресенье 29 декабря и продолжатся до среды 8 января включительно. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире. Наш сегодняшний эфир совсем скоро подойдет к концу, но мы до сих пор не сделали одного из главнейших этапов пробуждения – утреннюю зарядку. Исправляемся и приглашаем всех зарядиться бодростью и хорошим настроением, ведь зарядка у нас будет танцевальная. Руки убираем на пояс, начинаем с движений головы. Из стороны в сторону то же самое. По кругу. В обратную сторону.
Расслабились. Плечи вверх-вниз. Вниз бросаем с особой силой. Прижимаем плечи к полу. Руки складываем на плечи. Вращаем вперед. Интенсивно. Обратно. Отлично. Закончили. Ножки поставили на ширине плеч. Ручки в сторону. Делаем наклоны. По 2 раза в каждую сторону. Ручки обязательно возвращаем в исходное положение. Закончили. Вращаем вокруг себя таз. Разминаем тазобедренные суставы. Поменяли направление. Собрали ноги вместе. Ручки в стороны. Скручиваем бедра вокруг себя с максимальной скоростью, которую можем себе позволить. Одну ножку открываем в сторону. Продолжаем скручиваться. Переходим с одной ноги на другую. Отлично. Ножки на ширине плеч. Ручками в сторону потянулись. Тянемся. Нижнюю часть корпуса оставляем на месте. Колени прямые. Тянемся только за счет грудной клетки в каждую из сторон. Смещаем корпус с стороны в сторону. Собрали ножки. Делаем приседания, подъемы на полупальцы. Вниз, вверх. Отлично. Повращали стопу. Повращали другую. И желаю всем сегодня отличного дня. Ну, а еще один из важных ритуалов утра, это но только для владельцев четвероногих лучших друзей человека, это, конечно же, утренний выгул собаки. Чтобы для вас этот процесс не превращался в рутину и проходил с пользой для самого питомца, рекомендуем совмещать приятное с полезным и заняться дрессировкой во время прогулки. А вот наша рубрика «Мой питомец» всегда подскажет, как и чему можно обучить собаку. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня со мной немецкая овчарка по кличке Кода. И поговорим на такую животрепещущую тему, как отказ от лакомства с земли. То есть, чтобы собачка у вас не подбирала ничего с земли. Сейчас это очень актуально. Вы, как ответственные владельцы, должны научить сначала собаку дома не подбирать с пола ничего, а потом уже переносите свой навык на улицу. Научить можно 2 методами. Я предпочитаю первоначально с мягкого метода, то есть чтобы собака сама концентрировала на вас внимание, но на улице это не всегда работает. Порой вы не можете просто увидать кусочек, или собака не может отойти от этого кусочка, тогда и механический метод мы тоже используем. Начнем объяснение вам, как объяснить собаке, что не обращай на кусочек на полу, а обрати внимание на меня. Смотрите, что я делаю. Я разбрасываю кусочки на пол. Естественно, собака хочет, очень хочет. Я не дергаю, ничего не делаю, я просто стою. Просто стою и жду, пока он обратит на меня внимание. Вот он очень-очень-очень хочет кусочек. Но взять ему я не даю. Да! Нет, там нет. Главное, вовремя похвала. Да, супер! Вовремя похвала должна быть. Кода это делает вообще первый раз. То есть он хочет кусочек, он туда стремится, не понимает, что не так, и в какой-то момент он оборачивается на меня и говорит: мам, ну что такое? Я говорю: да, молодец. То есть обрати внимание на меня, у меня всегда вкусно, там всегда будет ай-яй-яй, будет плохо. То есть тут собака сама делает выбор.
Хочу там, хочу, дотянуться не могу, оборачиваться на хозяина, говорит, ну в чем дело-то, почему не могу дотянуться? И в этот момент вы говорите, да, у меня еда, у меня вкусно, а там будет плохо. И вот так вот вы учите дома. Это сейчас он концентрирует внимание на лакомство на полу. И очень мало концентрирует внимание на мне. Он делает это упражнение вообще впервые в жизни. Но когда собака научена, она очень быстро видит кусочек, сразу разворачивается на вас. И вы хвалите здесь, возле себя. Ничего не позволяете поднимать с пола. Потом вы с этими же кусочками выходите на улицу и разбрасываете еду на улице. Куда? Встань-ка. Вот. Разбрасывайте еду на улице. Но на улице не всегда собака может отвлечься, особенно собака, которая нюхач и прям очень-очень желает лакомства. Самое эффективное – это одеть глухой намордник, который будет прям перекрыт. Пластиковые намордники, такие, у которых прям нос закрыт. И собака ничего не может не слезать, не подобрать. Это самое эффективное. Механический метод. Вы проходите мимо лакомства, собака тянет туда, вы делаете рывочек, говорите «нет». И как только собака обращает на вас внимание, вы даете кусочек. Нет. Супер! Молодец. Это труд, это терпение, должно время у вас быть. С первого раза не научится собака вот эту. Но если это делать постоянно, в голове вашей собаки будет возле мамы хорошо или возле папы, возле хозяина, а где-то там плохо. И до тех, до кого не доходит, что там будет плохо, значит, должно быть плохо, должен быть жесткий рывок. С командой «нет», либо с командой «фу», кто что произносит. Вот собачка сконцентрировала внимание на мне. Говорит, я с тобой, меня там ничего не интересует. За что она награждается? Говорю, да, молодец. Куда? Ай, супер пес. Молодец. Ну, а на сегодня у нас все. И до следующей встречи в эфире. Куда? Рядом. Да. Ну и продолжим говорить про четвероногих. Сегодня в школьной программе у детей можно встретить такие предметы, как уроки доброты, разговоры о важном, уроки по искусственному интеллекту и многое другое. А вот недавно наша съемочная группа побывала в республиканской специальной коррекционной школе-интернате, ведь только в этой школе преподают уникальную и интересную дисциплину – канистерапию. Собаки-терапевты – это уникальное средство реабилитации детей с особенностями развития. Это направление имеет богатую историю за рубежом, в России же появилось недавно. Этот метод начал набирать популярность и у нас в столице. Сегодня его используют для того, чтобы помочь детям с ДЦП, аутизмом, гиперактивностью, проблемами со зрением или слухом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Секрет целебных свойств канистерапии заключается в том, что для ребенка собака выполняет функцию мотиватора. Она стимулирует его на активную работу и достижение успеха. На самом деле, используя собаку, специалист создает условия, в которых ребенок самостоятельно начинает и осуществляет действия, необходимые для тренировки. Поступив в эту школу в 1 класс, мой ребенок обучался кружку канистерапии. Канистерапию проводила Любовь Петровна Андреева. Это был ее метод, которым она обучалась в городе Санкт-Петербурге со своим питомцем Осфаном. Наблюдая за своим ребенком, он стал заниматься тем, чем он занимается в школе. То есть у него 2 раза в неделю были занятия канистерапии в школе вот с Любовь Петровной. И он, приходя домой, делал то же самое с Мишей. Это он обучил его быть канистерапевтом. Потом мы прошли дополнительную подготовку у Любовь Петровны. Она проверила все его навыки, насколько он подходит, насколько он не агрессивный, может общаться с детьми. Мы провели также ветеринарную полностью проверки. Канистерапевтом может быть только абсолютно здоровая собака, получающая все прививки. И вот после этого мы уже стали заниматься с детьми. То есть канистерапевт – это и вы, и собака тоже получает такой статус, как канистерапевт, правильно? Да, это обязательно документально подтвержденные факты. Практикуем эту методику около 4 лет уже, по запросу. Мы не делаем это постоянно, то есть, да, мы приходим в школу по запросу детей, по запросу педагогов, да. Это очень важная методика, так как она расслабляет детей, она позволяет им приспособиться к внешнему миру. Ребенок слабослышащий, он плохо выговаривает слова, и когда
ему нужно, чтобы его поняла собака, он старается правильно и четко выговорить слово, чтобы собака его поняла и выполнила команду правильно. То есть здесь, помимо того, что развивается некая моторика, да, дети воспринимают, да, иначе, как-то вот животное, да, проходит боязнь, еще и произношение речи меняется у ребенка. Да, произношение речи, дети прилагают усилия для того, чтобы правильно выговорить слова, потому что собака не понимает, если неправильно говорить. Ну, канистерапия вызывает ответственность перед животными. Это в первую очередь очень важно. На самом деле не все дети могут себя правильно обслуживать, а тут, если у тебя есть собака, да, это появляются обязанности. Что хорошего Миша может сделать для вас? Сидеть и Радоваться? Хорошо. Еще что Миша может сделать для вас? Миша может нас радовать и вылечать. Вылечать, умница. То есть он лечит вас, да, Миша? А как он вас лечит? Что у вас появляется? Он дрессируется, и мы радуемся так и смеемся. Спасибо, Миша! Ай, молодцы. Вот на этом наш сегодняшний эфир заканчивается. Мы желаем вам отличного дня, чтобы он прошел, как всегда, продуктивно, чтобы все, что вы на сегодня запланировали, было выполнено на 100%. И с чувством выполненного долга, с чувством успеха вы сегодняшний вечер встретили. Завтра в это же время мы с вами вновь встретимся в этой же студии. Будем встречать уже пятницу, которая на этой неделе, напомню, не последний рабочий день, у нас шестидневка. Тем не менее, не повод отчаиваться. Поэтому еще раз хорошего вам дня и до встречи в нашем канале уже завтра.